В начале 20 века развитие электроэнергетики в СССР стало приоритетной задачей. 22 декабря 1920 года был одобрен план электрификации России ГОЭЛ-РО, согласно которому за 10-15 лет объем мощности энергосистемы страны должен был увеличиться почти в 4 раза. С этого времени российские энергетики отмечают свой профессиональный праздник именно 22 декабря. В 1965 году на базе абонентского отдела Якутской центральной электростанции было образовано сбытовое подразделение районного энергетического управления Якутскэнерго. Создание энергосбытового филиала позволило не только решать технические вопросы, но и выстраивать планомерную работу с потребителями, количество которых постоянно увеличивалось. В том же 1965 году были созданы Алданское и Мирнинское отделения энергосбыта. С середины 1960-х годов потребление электроэнергии в Якутии увеличилось более чем в 14 раз. С 315 миллионов киловатт-часов до 4,5 миллиардов киловатт-часов в 2014 году. С 1978 по 1997 годы предприятие выполняло также функции государственного энергетического надзора за безопасной и экономной эксплуатацией электроустановок потребителей. В 2000-х годах активно продолжалась работа по преодолению кризиса неплатежей, снижению задолженности потребителей. Внедрялись современные методы и технологии работы. Полностью была автоматизирована вся энергосбытовая деятельность. С 2007 года Якутскэнерго, став гарантирующим поставщиком, покупает на оптовом рынке электроэнергию для потребителей в Алданском и Нерюнгринском районах. Энергосбыт при этом представляет интересы компании, являясь ключевым участником торгов со стороны публичного акционерного общества Якутскэнерго. Главное внимание уделяется совершенствованию работы с клиентами компании. Успешно работает широкая сеть пунктов приема платежей. Клиенты компании могут обращаться по всем вопросам, от технологического присоединения до учета и оплаты энергоресурсов. Развивается и заочная форма обслуживания клиентов. В августе этого года создан контакт-центр энергосбыта. В настоящее время энергосбыт координирует и руководит всей энергосбытовой деятельностью Якутскэнерго. В функции энергосбыта входит реализация электрической и тепловой энергии, а также горячего водоснабжения потребителям публичного акционерного общества Якутскэнерго. В составе энергосбыта действуют 4 отделения и 4 участка с непосредственным подчинением управлению предприятия. Алданское отделение энергосбыта, Мирнинское отделение, Нерюнгринское отделение, Якутское отделение, Усть-Майский участок энергосбыта, Аймиконский участок, Алекминский участок и Ленский участок энергосбыта. Главная цель работы энергосбыта – обеспечение доходной части бюджета компании Якутскэнерго. В условиях, когда идет работа с каждой категорией потребителей, особенно важно точное прогнозирование энергопотребления и скоординированные действия по сбору средств за предоставленные ресурсы. 50 лет, конечно, срок очень довольно-таки большой, тем более для такого предприятия, как наше. То есть начинали мы там с 45 человек в нашем штате, сейчас это практически более 900. То есть в 20 раз увеличился только штат нашего персонала. Ну, соответственно, увеличилось и количество обслуживаемой территории, количество наших клиентов, как физических, так и юридических лиц. То есть значительно, конечно, изменилась схема взаимоотношений, что было 50 лет назад и что сейчас. То есть потребитель стал очень грамотный, законодательно очень подкован. Ну, соответственно, требования к нашей квалификации значительно повысились по сравнению с тем, что было в прошлом веке, можно даже так сказать. То есть сейчас энергосбыт – это предприятие, в принципе, обслуживающее большую часть республики в части электроэнергии однозначно. И небольшой кусочек работы, который у нас есть как агента и сбытового предприятия в части тепловой энергии в городе Якутск. Увеличение возможностей для населения, там, развитие других видов платежей и оплат. То есть вот эта перспектива на первое время, на ближайшее время, она, наверное, в первую очередь такая масштабная. Развитие вот этих центров в дальнейшем, то есть
планируем открытие еще дополнительных центров обслуживания, ну, удовлетворенности в первую очередь, конечно же, потребителя, ну и все-таки повышение собираемости денежных средств за услугу, которую мы предоставляем. Дополнительных потребителей. Вот город Якутск очень активно развивается, в принципе, да, и мы это ощущаем на том объеме электроэнергии, которую мы реализуем. Через республику проходит ВСТО, то есть нефтепровод, да, Восточная Сибирь, Тихий океан. Вот это нам, конечно, дает определенные плюсы, и мы это ощущаем и сейчас на себе. Значит, наша структура, которая работает на оптовом рынке электроэнергии в Южно-Якутском энергорайоне, занимается куплей-продажей электроэнергии и мощности на оптовом рынке для своих розничных потребителей. Сейчас перед нами стоит задача уже по расширению этой зоны. В результате этого нам необходимо консолидированно подходить к этому вопросу для того, чтобы легитимно, грамотно войти в зону оптового рынка, так как там жесткие, жесточайшие регламенты, которые предполагают легитимную куплю-продажу электроэнергии на оптовом рынке. Кроме того, я хотела бы отметить беспрецедентный случай, когда в 2011 году мы начали транслировать свою цену с оптового рынка на розничную, это только по Южно-Якутскому энергорайону. И кроме населения, когда у нас цена на электроэнергию упала на 3-4-5% даже в некоторых случаях и по некоторым месяцам для потребителей юга. Это беспрецедентный случай, потому что в экономике России со времен Михаила Горбачева никогда не снижалась электроэнергия. Поэтому я хотела бы поздравить коллектив «Энергосбыта» с замечательным юбилеем, 50-летием. Нисколько не сомневаюсь, что следующий такой юбилей через 50 лет «Энергосбыт» будет отмечать уже в условиях конкурентного, розничного и оптового рынка электроэнергии на благо наших потребителей. Поэтому желаю успехов и удачи коллективу «Энергосбыта» на этом поприще. Ну, сейчас мы стоим на таком рубеже, когда компании ждут перемены. Перемены достаточно серьезные и глобальные. И несмотря на это, я полагаю, что «Энергосбыт» останется в своей ипостаси, и эти изменения его затронут в меньшую сторону. В этот, скажем, праздничный день хотелось бы пожелать всем нашим коллегам счастья, добра, особое, скажем, особое теплое пожелание я хотел бы выразить нашим ветеранам, которые с нами, если не удивлюсь, которые даже большую часть из этих 50 лет они отработали в составе «Энергосбыта». Ну и также пожелания нашим коллегам, которые сейчас именно вот в этот переходный момент, который я вот сейчас озвучил ранее, да, они работают с нами и стойко переносят все тяготы и невзгоды. Счастья, добра, удачи. История предприятия – это не только большие производственные показатели, цифры и планы. Это, прежде всего, жизнь и судьба людей, которые начинали здесь свой профессиональный путь, набирали опыт и все вместе обеспечивали республику энергией жизни. В компании собирают и бережно хранят информацию о профессиональных династиях энергетиков, которые насчитывают несколько поколений. Так, в далеких 60-х в числе первых работников «Энергосбыта» были Мария Махаева, Людмила Салтанова, Октябрина Патрина и другие. Сейчас уже их дети, внуки и правнуки вновь выбирают непростую, но такую нужную людям профессию энергетика. Энергетики – это увлеченная и дружная команда профессионалов, для которых корпоративная солидарность – это не просто слова, а образ жизни. В компании работаю 44 года, и на протяжении всего этого времени не было желания сменить профессию или место работы. Постоянно нужно было совершенствовать себя и самообразованием заниматься. Весь процесс энергосбытовский как-то понравилось мне, и в итоге я приехал в город Якутск, подал заявление в Якутской линии Энергосбыта, резюме, прошел собеседование и меня взяли в работу. Накануне юбилейных мероприятий
сотрудники энергосбыта на местах организовали яркий и праздничный флешмоб. Коллектив Нирингринского отделения на главной площади города выстроил фигуру в форме электрической лампы и по команде запустил в небо 50 воздушных шаров. Специалисты Хангаласского участка сложили из цветов логотип Якутск-Энерго. Сотрудники Намского подразделения, обыграв название Улуса и предстоящий праздник, соорудили на местном стадионе надпись «Нам-50». Работники Мирнинского отделения организовали целых 2 флешмоба. Выложив из счетчиков своеобразных символов энергосбытовой работы юбилейную дату и предложив акционерной компании «Алроса» составить алмазную композицию к знаменательному событию – энергосбыту 50. А как раз вот юбилейная дата, почему-то, не знаю, не подвожу никогда итоги, потому что, мне кажется, итогом является, вот я уже говорил, да, любой временной отрезок. То есть год – это определенная дата, когда итог подводит. 50-летие – это просто может быть повод вспомнить как раз вот то хорошее, да, о чем мы говорили, вспомнить тех людей, с кем работал, но ни в коем случае не подводить итоги, потому что жизнь продолжается, энергетика продолжается, энергия, она всегда везде присутствует, энергетика, причем тех людей, которые тоже работают в энергетике. Поэтому, я думаю, юбилей – это просто повод поблагодарить тех людей, с которыми ты вместе работаешь, за их великолепный труд, профессиональное отношение к делу, пожелать здоровья, счастья, благополучия во всем. Ну и, конечно же, бесконечной, нескончаемой энергии. Уважаемые коллеги, дорогие наши ветераны, разрешите мне поздравить вас с нашим 50-летним юбилеем, пожелать вам огромного здоровья, счастья вам и вашим семьям, успехов во всех ваших начинаниях, чтобы все, что было задумано, сбылось, и все ваши мечты стали реальностью в нашей жизни. И в свою очередь передаю огромный привет и пожелания от Алексея Иннокентьевича Шеметова с его постоянным пожеланием для своих специалистов за сбычу мечт. Поздравляю!